Это же просто позорище на весь мир. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как с бездорожьем Памира Таджикистан хочет участвовать в трансрегиональном коридоре. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Таджикистан, Китай, Узбекистан и Туркменистан планируют создать мультимодальный транспортный коридор, который будет способствовать ускорению и улучшению грузоперевозок. Об этом сообщил министр транспорта Таджикистана Азим Ибрахим на последнем заседании Нижней палаты парламента Республики Таджикистан. По его словам, создание такого транспортного коридора специалисты указанных стран обсудили в ходе ряда виртуальных встреч. Глава Минтранса отметил, что данный вопрос в ближайшие дни будет обсужден на встрече представителей этих стран в Душанбе. Мультимодальный транспортный коридор предусматривает использование разного вида транспорта и кратчайшие пути для ускорения и улучшения грузоперевозок. Министр пояснил, что для грузоперевозок через этот коридор планируется использование железнодорожных путей Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана до города Куляб, а дальше до Китая и обратно. Грузы будут доставляться по автодороге. Он добавил, что станция в Кулябе имеет возможность ежесуточного приема грузов в объеме больше 3500 тонн. Как вы относитесь к такой идее? Ведь, в принципе, для Таджикистана это очень хорошая возможность объединиться со странами и тем самым обмениваться товарами. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но единственная наземная дорога, которая связывает Таджикистан с Китаем, пролегает по территории Гбао. А совместить мультимодальные грузоперевозки с автодорогами этой автономии можно пока только виртуально, обсуждая это на виртуальных встречах таджикских транспортных властей с коллегами по региону. Все межрегиональные автодороги Таджикистана после распада Советского Союза и гражданской войны в республике реконструировали при помощи международных доноров и кредитов Китая. Однако дорогу на Памир почему-то обустроили только до административного центра Дарбасского района, который имеет общую границу с Хатлонской областью, и на этом остановились. Более того, дороги с некоторыми привилегированными регионами страны модернизируются повторно, опять же при помощи международных финансовых институтов. Не совсем понятна позиция этих организаций в данном вопросе, ведь финансовая помощь предоставляется ими всем бедным странам, и рассчитана она на всю страну, а не на конкретные регионы. Власти годами уже обещают жителям Гбао о начале реабилитации построенной еще при Советском Союзе дороги в кратчайшие сроки, однако обещания пока остаются только обещаниями. О том, какие мучения в течение почти одних суток испытывают люди во время проезда из Дарваза до Хорога и обратно, люди рассказывают регулярно. Транспортные власти на обращения и публикации советовали и советуют набраться терпения, обещая, что начнут очень скоро, но неизвестно когда именно. Для жителей Гбао автодорога в Душанбе сегодня является дорогой жизни, так как регулярные авиарейсы между столицей и Хорогом приостановлены уже несколько лет. А с мая этого года, после вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе, закрыта дорога в Ош. Многие жители и уроженцы Гбао связывают такое отношение к транспортным связям с этим регионом с преднамеренной и целенаправленной изоляцией населения данной области. А как вы относитесь к тому, что Таджикистан договаривается, а по факту не может предоставить нормальную же дорогу? Или, возможно, если все-таки договор будет подписан, там наконец-то сделают дорогу? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.